Всем доброе, наидобрейшее утро. Готовим себе небольшой завтрак. Что у нас здесь? Пашке кофе сейчас сделаем. Ой, Пашке Ваньки. Дали стажера мне в рейс. Мы ему кофеечку сейчас тут забабахаем. Сами, как обычно, по старинке лучше чаю попьем. Не любим кофе, а чай у нас это главное. Пока умывается, сыр, колбаску нарежем. Все для людей. И кофе ему нальем. Оп. Что-то у нас какой-то кофе получился, да? Как чай. Будет больше, наверное, ложить. Кофеечку, чтобы лучше был. Так, значит, что мы делаем с вами сейчас? Достаем пакетик, так сказать, фильтр для кофеварки. Один. Отсюда достаем фильтр. Вот такие фильтра. Номер 2 нужны для кофеварки. Иди сюда. Нифига не достается. Вещь классная, ребят, не надо. Так, все, там чисто, сухо. Не надо ни кипятить, ничего. Ох, красота. Поставил. Все само сварилось, сделалось. Вот все мы сами фильтры засунули. Также. Так, вот это, кстати, надо выключить. Зелененькое означает включен подогрев. Ё-моё, сколько там дыма. Скамейка запустилась, рядом стоит. На улице 30 градусов. Так, крупнолистовой чаек. 1,5 щепоточки. Все, нам хватит с вами на кружечку, да? Так, закрываем и убираем в резерв. Ванька пришел, надо место ему освободить. Включусь попозже. Видать, забыл умывальник. Снова убежал. Так, вода. Ёб твою мать. Ёксель-моксель. У нас там проблемы. Сейчас будем исправлять проблему небольшую. Так, значит, нам надо чаю налить 3. Количество воды здесь вот расписано у нас. Наливаем на 3. Одной рукой вообще так это классно делать. Так, 2, 3. Все. 3 налили. Сейчас воду закроем. И берем на место. Что-то сегодня опять морозно, 30 градусов, стали на стоянку было. Так, закрываем, нажимаем, красное загорелось. А мы с вами пойдемте исправлять небольшой косяк. Блин, оставил все лежать на руле, называется. Сыр, колбаса, все упало. Вот так вот лежало и упала. Так. Опять куда-то пытается убежать. Колбаска наша, колбаска. Колбасочка. Сейчас, ладно, порежу колбаску одной рукой, потому что это невозможно сделать. Чаек у нас греется. Нарежем колбаски на бутерброды. Так, что у нас с вами лежит в холодильнике? Здесь пока ничего толком нету, кроме молоко, колбаса. Так, основные блюда. Пирог с картошкой. Морозилка у нас только масло. Замерзшее, нормально. Все, больше здесь пока ничего. Так, чаек почти у нас готов. А давайте сейчас достанем. Так, это мы Ване нарежем. Куда бы положить, чтобы и не встать на это. Все пучком, надо столик какой-то придумать, чтобы удобнее было.
Не на полу, а на столике. Так. Хлебушек, хлебушек, хлебушек. Подмосковный или молочный? Ладно, давайте подмосковный возьмем. Пока. А мы с вами молочко с кукурузными хлопьями кушаем. Давайте оборотов добавим ей чуть-чуть, чтобы хорошо работала. Вода у нас не замерзла, значит не так уж и холодно было. Проверяем, чип на месте, карта на месте. Снимаемся с ручника. Передача. Свет. Поехали потихоньку. Легковушку перепустим. Гранту. Я думаю, здесь можно выехать. Знаков нету, типа, что здесь нельзя выезжать. Ох, ё-моё, надо в печку в ноги поставить. Сейчас у нас ноги с тобой околеют. На стекло поставили, чтобы отмерзло-то чуть-чуть хотя бы. Не, надо было пленки, наверное, одеть. Сейчас ровно на солнышко пойдем. Да и пофиг. Так, справа что у нас? Газелька с самосвалом. Там, кстати, дальше, не знаю, Вань, ты ездил туда, нет? Если вот туда ехать, направо, там горячий источник дикий есть. Я на него ездил, ну, блин, не соврать, наверное, лет 7 назад. Просто лужа, а еще в белых трусах пошел купаться. Нырнул, вынырнул, они желтые от воды стали. Все, и так и не отстирались. О, горячая, хорошая такая водичка. Что у нас там справа? Чисто. Можно потихоньку раскатываться. Блин, классно вот, да, на автомате. То, что это сцепление не надо сейчас дергать. Не замерзает ничего. Тик тогда поднимался, вообще сцепление так подвело. Все, надо в горку ползти быстрее, быстрее. Оп ей. Она еще задумалась на 1,5 минуты. Все, стал в подъем. А здесь что, красота. Идет и идет в разгон. Что, сейчас, наверное, до Аббатского, там перемешек, как обычно. Еще заправиться на... Блин, как же, Галышманова, по-моему, колечко-то у нас первое. По-моему, Галышмановская. Ну что, оно километров через 50 будет. Там заправимся. Минут 20 времени убьем своего на заправку. Все. Дальше попрем. 31. Пришла весна. Зима не хочет отступать. Пока 60 пусть катится, размазывает масло по мостам, по коробкам. Давайте поболтаем. Все-таки, давайте, ребят, подумайте, что у нас может находиться за этой частью спойлера. Если так посмотрим, вроде, блин, спойлернул чуть-чуть. Ну ничего страшного, давайте подумайте, что там может быть. Так, пока подготовим вторую крышку для бака, откроем. И лучше всего, вот кто-то ложит сюда, да, я раньше также ложил сюда на бак и сюда. Лучше вот так вот ложить. Потому что шлангом, если с двух сторон заправляетесь, ее может толкнуть вон туда, улететь, и все будет кирдык. Потом устанешь доставать. У меня тогда на скане упало прямо в лужу.
Выспался? Да нет, тут еще лить и лить. 600 литров, да? Иван. Стажер новенький у нас. Как стажер? Сам меня может еще стажировать. Был там, где я еще не был. Пробежал всю Россию. Пришел к нам в компанию работать. Вовку у меня посадили на другую машину. Что-то у меня тут пломб навешано. Посрывать лишнего всего надо. 200 пломб повесили. Смотрим, пока ходим, осматриваем. Все хорошо. Все замечательно. А мусорки-то и нету, да, у нас здесь пломбу выбросить? Да можно, да, подсветить так. Оп. Смотри туда. Зажигалку. А там сколько? Чуть-чуть должно литров 100 быть, не больше. Почему уже на красной зоне по сотке где-то в каждом оставалось. То есть литров 200 в общем. Ну сейчас что, тонну взяли, посмотрим, сколько будет. Я вот не помню, в какой бак больше забегает, чем в один. В один примерно литров на 50 меньше забегает, чем в другой бак. У него же основной один получается, а другой как резервный. Да, вот основной у нас вот тот бак, а этот как этот просто стекает. Да, стекает, перекачивает. Берет она только с того бака. Солярка у нас. И да, вот в тот значит больше литров на 50, чем оп. Все, щелкнулось, то есть еще полтинник влезет, не больше. Смотрим. 400. Заправляются. Да не, пусть пока сюда до горла добегает. Вот так надо сейчас голову компенсировать ей. Вон тут еще литров 150 сюда. Сотка. Ну не сотка, почему у нас почти у горла же, да? Ну давай туда запустим. Потом, если что, сюда докачаем. Давай, Вань. А, ну давай. 440 уже. Сейчас забьем нашей уральской солярочкой. Че, все? Оп. $440. Если 600 баки, 450 туда бы влезло. То есть примерно 150, да, в баке было, значит. Сейчас, если туда не войдет, туда еще забьем. Да, чё? Грамульки эти. Взял, облил всю машину. Испачкал. Дали новую машину, взял, испачкал. Все, пора менять. Ну что, ребят, вот и подходит к концу сегодняшний наш ролик. Нам-то еще дальше пилить, еще километров 400 сегодня. Хотел вкратце рассказать вот про эти штучки. Был и противник я их, этой, так сказать, пленочки. Но, блин, когда идешь на восток, вот она удобная. Только надо по-другому, по-нормальному повесить. Тут еще кошак мешает. На свое место прибился у нас. Чтобы они ровно висели, без складок. Что-то она здесь чуть-чуть складки. То есть поближе вот сюда надо к стойке повесить. Но лунскани вот здесь внизу не дают они углы, чтобы нормально сматывалось. Чуть-чуть сейчас переделаем попозже. То есть вроде с ними и хорошо, да, прекрасно. То есть днем видно, когда солнышко тебе в глаза. Кабина ни панель не нагревается, ничего, более-менее удобно ехать. Но
ночью невозможно. Да и ночью с тонировкой невозможно ездить. Иногда ночью сеточки мешают ехать, что открытое окно на порядок лучше. Потому что, как говорил, в зеркало фокусируется взгляд не очень хорошо. Он ловит сеточку, не фокусные сетки при парковке. Плохо видно некоторые детали. Так что на сегодня будем прощаться. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Ну и чтобы все было хорошо и замечательно в стране и в мире.